Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана в ближайшее время посетит Турцию. Эстафета кинофестиваля «Горкут-Ата» перешла к городу Аннау. Туркменистан доставил гуманитарный груз в Афганистан и другие новости. В ближайшее время состоится официальный визит президента Сердара Бердымухамедова в Турецкую республику. На встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что предстоящий в ближайшее время официальный визит в Турецкую республику откроет новые страницы в дальнейшем развитии туркмено-турецких дружественных и братских отношений. Эстафета кинофестиваля «Горкут-Ата» официально перешла туркменскому городу Аннау. Символом этого стала передача статуэтки «Журавль» представителю объединения «Туркменфильм» в рамках дня закрытия кинофестиваля тюркского мира «Горкут-Ата» в городе Баку. Элина Гурбанова, ученица специальной музыкальной школы при Туркменской национальной консерватории, завоевала бронзовую медаль в номинации «Скрипка» на молодежных дельфийских играх государств-участников СНГ, которые прошли в Бишкеке. В конкурсе приняли участие около 600 человек в возрасте от 10 до 25 лет. 11 октября Туркменистан доставил в пострадавший от землетрясения Афганистан гуманитарный груз, состоящий из лекарств и медицинских средств, а также продовольственной и текстильной продукции. Груз предназначен для пострадавших от стихийного бедствия, которое произошло 7 октября в афганской провинции Герат. Гуманитарная помощь была направлена в соответствии с распоряжением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и при содействии благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В новом туркменском городе Аркадак состоялся 5-й Венский бал. Музыкальный вечер открылся песней «Город Аркадак, город счастья» в исполнении известных отечественных вокалистов в сопровождении Государственного симфонического оркестра и Государственного хора Туркменистана. Затем в исполнении туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш» прозвучал полонез австрийского композитора и дирижера Карла Михаэля Цирера. По строгому соблюдаемому порядку официальная церемония открытия Венского бала была ознаменована выходом 25 танцевальных пар. Статистическое агентство Евростат опубликовало данные о том, сколько еды выбрасывает за год на помойку обычный житель Европы. В целом за год европейцы избавляются примерно от 131 килограмма неиспользованных продуктов. Из них около 70 килограммов выбрасывается непосредственно из домов, остальная часть – отходы ресторанов и кафе, а также супермаркетов и пищевых производств. Больше всего выбрасывают продуктов в Бельгии до 262 килограммов на человека, а меньше в Словении – 68 килограммов. Ученые НАСА проанализировали доставленные на Землю образцы грунта с астероида Бенну и обнаружили в них присутствие следов воды. Предварительный анализ показал наличие в грунте воды и углерода. Именно их рассчитывали найти исследователи. Молекулы воды и углерода – это именно те материалы, которые мы хотели найти. Это крайне важные элементы в формировании нашей планеты. Эти образцы помогут нам установить происхождение элементов, которые могли привести к зарождению жизни, пояснил глава НАСА Билл Нельсон. В Абу-Даби в апреле следующего года пройдет первая в мире авторалли беспилотных автомобилей. В состязании примут участие 10 команд, а в роли гонщиков выступят программисты, специализирующиеся в написании кодов по заданным спецификациям. Состязание пройдет на трассе Формулы-1. Воспитанник туркменского футбола, тренер, известный по работе со сборной Камеруна и многими российскими клубами, Валерий Непомнящий нанесет символический удар по мячу перед началом товарищеского матча между сборными России и Камеруна. Непомнящему 80 лет, он возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством камерунская команда стала первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира. Напомним, сборная России сегодня в Москве на стадионе «Динамо» встретится с командой Камеруна. Начало игры в 21:00 по ашхабадскому времени. На территории Туркменистана встречу в прямом эфире покажет телеканал Матч ТВ. С 12 по 14 октября пройдет 7-й тур квалификации к чемпионату Европы по футболу 2024 года. Он пройдет в Германии в следующем году с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 команды. Германия, как страна-хозяйка, получает автоматическое право участвовать в турнире. Остальные 23 команды будут определены по итогам квалификации. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.